Приветствуем зрителей телеканала ТНВ, наш очередной подкаст. Никит, представляю. Все, когда мы сняли контент для татарских телеграм-каналов, можно начинать, чтобы вы потом не сидели, не смотрели весь подкаст, не пытались нарезать. Сразу вам освободим время, чтобы вам потом снова нечем заняться будет. Итак, сегодня мы обсуждаем новости прошедшей недели. Итак, ты знаешь, что какой день? Я знаю, какой сегодня день. Так, не говори только 15 мая. Сегодня день рождения Михаила Булгакова, замечательного, прекрасного писателя. 129 лет со дня рождения. На следующий год будет 130. А еще сегодня День семьи. Всех поздравляем. Кстати, всех поздравляем. Мы тоже сегодня всей семьей. Я, она, он. А да, кстати, у нас новый корреспондент. Познакомьтесь. Как его зовут? И вместе. Раз, два, три. Андрей! Андрей и Артур сегодня с нами. Сегодня с нами, да. А какой еще сегодня день? Так, ну ты сказала, 129 лет Булгакову. Да. День семьи и день людей, которые приезжают на работу на велосипеде. Вот такие иногда придумывают праздники. Скажите, пожалуйста, ездите ли вы на работу, хочете ли вы, и поехали ли сегодня на велосипеде? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы будем читать их. Итак, самое обсуждаемое на этой неделе, то, что с 12 мая в Татарстане ослабили режим борьбы с коронавирусом. Расскажите, пожалуйста, вышли ли вы на работу, отправили ли вы своих детей в детские сады? Отправили ли вас на работу? Да. И, кстати, на работу можно ходить без справок? Да, можно ходить без справок на работу. Теперь люди, которые подделывают справки, остались без работы, к сожалению. Вот такой парадокс. Кто-то пошел на работу, а кто-то остался без работы. Как вам такая шутка? Никит, ага. Бизнес – это всегда риск. Бизнес – это всегда риск, согласен. Как ты понимаешь, да. Поэтому я никогда не занимался бизнесом. Я не рисковый человек. Итак, также хотелось бы отметить то, что полицейские в Татарстане контролируют соблюдение масочного режима. Ага. И, да, я, кстати, никогда не попадалась, я хожу в маске, а я видела кучу видео всяких разных в интернете, где за людьми бегает полиция. Ты представляешь? Ты видел такие видео? Да. Ты прям за ними бегут. А они убегают. Да. И, кстати, я брала интервью. Парень из Татарстана, живет в Канаде. Он рассказывает, говорит, я смотрю сейчас как бы проблемы у людей во всем мире. А я смотрю эти видео, говорит, и у людей так проблемы. А за ними еще полиция бежит. Нормально. Да, тут нужно кредит заплатить, ипотеку заплатить, детей накормить, а за ними еще полиция бежит. Ну, день забит полностью. Не знаешь, чем заняться просто. Так, что у нас дальше? Да. Так, а мы можем показать видео? Да, давайте посмотрим, как происходит надзор за теми, кто не соблюдает режим масочный. Посмотрите сейчас. Да, давайте посмотрим. Здравствуйте. Будет внимать на протяжении всего пути. Соблюдайте меры безопасности. Да, вот вы видите сейчас на экранах. Сейчас только вытер. Решил поехать, значит, в другой город. Опа, без масочки, все, штраф. Ну тут все с масочками, все нормально. Обязательно вот сзади там. На самом деле, большинство в масках, да? Практически мы никого не видим. А вот в общественном транспорте в Казани, в краснобусах наших, очень много людей, большинство, я бы сказала, без масок ездят. И еще начинают говорить, ой, я забыла дома, или вот это вот, из сумки доставать. Ой, а мне как раз на этой остановке выходить, ой, как вы вовремя зашли, все нормально. Вот. Так, итак, вы посмотрели, напишите, что вы думаете, да, про эти видео вообще и про то, да, что то есть это видео, насколько я знаю, это междугородний автобус, в Нижнекамск, Набережные Челны.
Вот таким образом проверяют автобус. Людей в автобусе. Так, идем дальше. Цены на вторичное жилье. Из плюсов коронавируса, опять-таки, как мы уже ранее говорили, цены на вторичное жилье в Казани падают уже второй месяц подряд. Пишите, пожалуйста, кто успел уже оформить ипотеку, пока цены снижены, так сказать, успеть. Да. Так сказать, решили посмотреть подкаст, потому что решили отметить, что успели купить квартиру. Ну это ладно, так. Это я так только отмечаю. Так, а теперь к новостям спорта, так сказать, почему бы и нет. Так, что у нас по новостям спорта? Их нет. Идем дальше. Так, что у нас дальше? Итак, кстати, ты говоришь, нету, все-таки есть. Вот, я прочитала недавно, что спортивным клубам разрешили тренироваться теперь. Это хорошие новости, а то как бы дефицит случился. Так сказать, все придут в форму после отсутствия и формы. Да, особенно спортсмены. Так, а теперь интересная такая у нас статистика. Интересная статистика, да. В общем, сейчас очень много негативных новостей, да, мы знаем почему. И хотелось бы сказать о позитивном. То есть, да, давайте наглядно посмотрим эту статистику. Да, там показано прям линиями, получается, графиками, то есть на графиках. Число поисковых запросов в Яндексе во время самоизоляции. Итак, понизился запрос на то, как завязывать галстуки. Да, сейчас мы его визуально приведем вам эту статистику. Демонстрацию. Так, итак, мы видим, завязать галстук с января, январь, февраль, середина марта очень большие запросы. Потом с конца марта все, нету запросов завязать галстук. И в то же время мы видим, чем заняться. Январь, февраль, март. Никто не спрашивает. А тут хопа, все галстук научились завязывать. И в апреле случился пик. Все, чем заняться? Галстук мы умеем завязывать, давайте еще что-нибудь найдем. Также уменьшились запросы на схему метро, то есть в разных городах, да, где оно есть. И повысился запрос, как вы думаете, на что? Да. Самое актуальное – доставка еды, каких-то вещей, то есть интернет-магазинов. Да, так сказать. Раньше на метро доставляли, вот где такой, знаешь, доставщик продуктов каких-нибудь. Так, схема метро, как мне проехать к чувакам? А потом все, запросы упали, опа, доставочка. Так, вот мы можем на графике видеть, что запросы на покупку юбки упали, сократились. Да, интересная статистика была по поводу BlaBlaCar. То есть январь, февраль, март. Люди такие, а где BlaBlaCar? А можно быстро не пролистывать, пожалуйста, мы не успеваем. А вы следите, там интересная статистика. Да, кстати. Январь, февраль, BlaBlaCar, ажиотаж, потом хопа, никуда не можем уехать. Ну, посидим дома. Все уже уехали. А потом приезжают с Таиланда. Ну, не на BlaBlaCar, конечно. Так, ну что, есть еще что сказать по статистике? По поводу статистики, еще то, что повысились запросы на покупку велотренажера домой. Да, велотренажер. Так сказать, не можем на велосипеде на работу, давайте хоть дома. Да. Мы же дома теперь работаем. Так, идем дальше. Идем дальше. И говоря вот о послаблениях как раз-таки, да, режима самоизоляции, неизвестно когда, на каком этапе, точнее сейчас первый этап только, когда откроется, что у нас произойдет, так сказать, на культурной ниве. Именно в нашем городе, вообще в стране и в мире. И как бы предлагаю людям посетить, пока не открываются у нас театры и музеи, сходить в музей. Например, музей Энди Уорхола в Лондоне. Кстати, я советую, очень классный виртуальный музей. Можете туда сходить. Если вам будет интересно, пишите в комментариях, мы оставим вам ссылки на эти. Потом музей галереи Куб в Москве. Тоже очень классная галерея. Советую сходить, то есть вы не пожалеете виртуально. Вот. Так. Также. И что хотелось бы сказать. И да, где-то 1-2 мая в нашем Казанском театре Котелова должна была быть премьера
Бал воров называется. Ну, и ее не состоялась, она не состоялась, мы знаем почему. Надеюсь, когда мы выйдем из этого режима, мы сможем туда сходить. Когда мы выйдем, уже не будет бала воров. Да. Будет немного другой бал. А еще, вот говоря о культурной ниве, ты знаешь, как-то у нас поддерживают наши театры и музеи в республике? Не знаю. Вдохновение? Поддерживают вдохновение, да. Ну, то есть, если они сами себя только. Ага. Я знаю про акцию, которая в Петербурге. Какая? Там в условиях пандемии коронавируса вот негосударственные театры запустили акцию, то есть в рамках которой зрители могут купить футболку в комплекте с билетом и с открытой датой, то есть на любой спектакль. Я считаю, это отличная идея. Может быть, казанские наши театры подхватят эту идею. Ага. И я считаю, что очень много будет желающих, потому что после коронавируса, может быть, не сразу люди пойдут, но все же. Все, вот. Окультурились? Идем дальше. Так, а теперь на этой неделе, буквально 2-3 дня назад, была новость о том, что пилот самолета под Новосибирском в воздухе нарисовал фразу «А где все?». Давайте посмотрим ее на ваших экранах. То есть он летал над лесами Сибири и с помощью, так сказать, есть такой сервис Flight Radar, то есть который отслеживает, по какому маршруту летит самолет. И маршрут этого самолета показал прям фразу «А где все?». Вопросительную фразу. А где показал-то? Итак, вы можете сейчас ее видеть на своих экранах. А где все? Причем он вывел эту фразу не где-то над городом, а где? А где-то под городом. Под городом. Интересно. Да. То есть он потратил на это около часа. А где все? Ну, странно вообще спрашивать, где все в воздухе, ну, во-первых, где кроме птиц никого, и над лесом, где в лесах тебе вообще, в принципе, никто не ответит. Кроме твоего эха. Типа, а где все? Где все? Где Может все? быть, он рассчитывал вот на это вот виртуальные ответы. Виртуальные ответы? Да. Типа пролетят другие пилоты и такие, мы здесь, еще 2 часа будут вырисовывать. Да. Где-то в Австралии. Мы здесь. И он такой, черт, я не там искал. Так, ну и в конце. Про Илона Маска. Про Илона Маска? Черт, я не хотел про Илона Маска обсуждать. Потому что я в маске! Нет, ладно. Ты снимешь ее сегодня, кстати? Зора никогда не снимает маску. Ну я и не Зора. Поняли, да, прикол? Сниму. Когда закончим. Так, ну и новости из будущего, да? Новости из будущего? Так, нет, подожди, давай сначала про Илона Маска. Что у нас? У Илона Маска, как знает весь мир, да, родился недавно сын. Как его зовут? Андрей? Вот самое интересное, как он его назвал. Леонид? Как ты сказал, скорее всего, у него будет... Что? Техподдержка, ты сказал? Как это? Техпаспорт. Техпаспорт. Судя по имени, у твоего ребенка будет техпаспорт. Потому что там, скорее всего, это аббревиатура какая-то, но там буквы А, что-то там, X, цифры, A, X. И. Да. 12. Ну, это мы так, попали, не попали. Там любые буквы, просто кубики с буквами кинуть, вот его имя, он так, наверное, выбирался. И с цифрами. Обсудили? Обсудили. Ну и новости из будущего. Так, вот нам тут по факсу прислали новости из будущего. В Татарстане создали новый телеграм-канал, который будет называться «Конструктивная критика». И там не будет ни одного поста. Нет, «Конструктивная критика» в телеграм-канал Татарстана. Вот так будет называться телеграм-канал. И там не будет ни одного поста. А почему? Не знаю, потому что нет контента. Все, народ, это был лайв-подкаст ТНВ. Всем хорошей недели, хороших выходных. Что ты скажешь? Да. Не болейте, носите маски, перчатки, как положено во всех общественных местах.
Берегите себя и Берегите своих. себя и своих близких. Цветок вырастет за неделю, увидите.